Китай, подвергающий уйгуров геноциду и использующий заключенных как дешевую рабочую силу, совершил свое очередное преступление. После жестоких пыток в одной из тюрем был убит Абдурахим Хеид, известный как король Дутара. Абдурахим Хеид был задержан в 2018 году и пробыл в тюрьме 5 месяцев, после чего был жестоко убит. В декабре 2015 года он провел концерт в университете Гази в Турции. Мы желаем ему милости Всевышнего и соболезнуем его родным. Партия справедливости и развития Турции, Организация свободы человека и гуманитарной помощи совместно с уйгурской диаспорой провели протесты против китайских репрессий в стамбульском районе Селиври. Собравшиеся люди на площади после пятничной молитвы выступили против китайской тирании. В то же время в австралийском городе Мельбурн прошел антикитайский митинг у стен китайского консульства. Защитники прав человека обратились к правительству Узбекистана с требованием не выдавать Голымбека Шаяхмета китайским властям. Несмотря на то, что Китай потребовал выдать 41-летнего бизнесмена, находящегося в международном аэропорте города Ташкент, благодаря вмешательству Германии и Европейской правозащитной организации выдача Голымбека Шаяхмета приостановлена. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон относительно договора о правовом статусе Каспийского моря. Данный договор был подписан в августе прошлого года между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Ираном и Туркменистаном. Сторонам предоставится свобода действий на Каспийском море и равные права. Европейский Союз включит Саудовскую Аравию в список безуспешных стран в борьбе против спонсирования терроризма и легализации незаконных денежных средств. По сообщениям Financial Times, Европейская комиссия в скором времени объявит обновленный список стран, не сумевших покончить с легализацией черных денег. Dedim korkar mısın? O dedi yapayım. Dedim niçin korkmazsa? Dedi Tanrım bu. Dedim yanıcı. Halkım var, dedim yanı